Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Лото-24», программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. В Кыргызстане пройдут съемки успешной приключенческой реалити-программы «Пекин-экспресс» для французской телекомпании М6. Съемки будут проходить с 27 августа по 2 сентября. Сегодня у нас в гостях продюсеры этого проекта Дагмара Смулевич и Андрей Кислицын. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать в студии «Лото-24» в программе «Еще не вечер». И так не терпится услышать о вашем уникальном проекте, который имеет 15-летний послужной список и огромный успех. Да, совершенно верно. Программа была создана еще в 2004 году, и потихоньку она добралась и до нас. Будет участвовать в проекте 4 страны. Первое начало — это Кыргызстан, затем Узбекистан, Иордания, и заканчиваться проект будет в Арабских Эмиратах. Проект очень интересный, необычный. Путешественники, наши конкурсанты, 16 человек, будут путешествовать по различным регионам Кыргызстана, а именно это Нарынская область, Исыкульская область, Чуйская область, Джалабадская и Ошская область. Все эти области мы снимем буквально за 6-7 дней, и затем гости направятся уже в Узбекистан. Но очень интересно, кто же станет участниками этой программы? Who will be a contestants of the project? Contestants of the project are chosen in a very long and complicated casting in France. And it will be 16 brave people who decided to take part in this show. We have among all the 16, we have brother and sister. We have mother and daughter, if I remember well. We have friends, we have couples, we have marriage. 8 teams like this. В проекте будут участвовать различные абсолютно люди. Они прошли жесткий отбор, кастинг во Франции. В проекте участвуют как и мать с дочкой, так и муж с женой, и другие конкурсанты. То есть вариантов будет очень много, и для телезрителей, для большой аудитории будет очень интересно. Итак, вы сказали, что проект будет сниматься в 4 странах. А вот участники программы, они тоже из этих 4 стран или откуда они? Where from the contestants? The contestants, 14 of them coming from France. 14 из них из Франции. And 2 of them coming from Belgium. 2 из Бельгии. Итак, они впервые приедут не только в Кыргызстан, но и в другие 4 страны, которые вы уже назвали. Но этот проект имеет определенную такую трудность. Для участников вы разрабатываете препятствия, которые им необходимо преодолеть. И на первый взгляд они кажутся невыполнимые, непреодолимые, но тем не менее на это и направлен проект, чтобы выиграть. Да? У вас есть Совершенно заключительный приз? Приз имеется. Мы сейчас спросим Дагмару, как раз какой приз. What the final prize of the contest for the contestants? The final prize, or money, of course, 100,000 euro, but 100 тысяч евро. it depends how lucky they will be during the games, and how many amulets they will win, because each game, the goal of each game that the contestant will take part, it's an amulet. Each amulet has a value of 10,000 euro, 5,000 euro. So it depends how many amulets they will collect. Then they will win the money. Проект очень интересный, как мы и говорили. Финальная сумма может составлять 100 тысяч евро. Но все будет зависеть от того, как себя покажут конкурсанты. Они должны будут собрать по определенных играх амулеты. Каждая стоимость амулета может варьироваться от 5 до 10 тысяч евро. В итоге они должны собрать достаточное количество амулетов, чтобы получить максимальную сумму, которая может составить 100 тысяч евро. Итак, будут участвовать 8 команд. В каждой из них по 2 человека. И эти 8 команд будут соревноваться. Съемки пройдут в Нарынской области. И есть еще одна трудность для участников. Им выдается всего 1 евро для того, чтобы прожить 1 или 2 дня. И им нужно
кушать, да, им нужно пить, им нужно где-то ночевать, а значит, они будут тесно контактировать с местными жителями. И местные жители должны будут оказать им определенное гостеприимство, и тут все будет зависеть от того, как участники проекта смогут повести себя и договориться. Это так? Совершенно верно. Это одно из условий проекта. Это, наверное, одно из таких сложных моментов, помимо тех игр, которые устроены для участников. Участники должны будут получить всего 1 евро, это 100 сомов, в день, на который они должны прожить вдвоем, питаться и размещаться. А еще доехать? Да, еще доехать. В этом вся идея проекта. Участники должны путешествовать автостопом по Кыргызстану в составе 2 конкурсантов и 1 оператора. Затем вечером они должны найти себе ночлег. Не только ночлег, но и питание. Я думаю, что это не будет так сложно для участников, так как у нас люди в Кыргызстане очень гостеприимные и очень любят гостей, встречать гостей. Поэтому в этом мы уже не сомневаемся, что гости будут встречены, накормлены. Ну что ж, Дагмара впервые в Кыргызстане, насколько я знаю. Is it your first time in Kyrgyzstan? I understood something. И первое, что сейчас сказал... It's my second time in Kyrgyzstan. My first time was with Andrei when we were scouting and when we were creating this route. Сначала мы изучали маршрут, и мы составляли план и проект, поэтому мы проехались в июне уже по всем этим регионам. Итак, первое, что Андрей сказал о Кыргызстане, это в первую очередь, какие живут люди в нашей стране. Прежде всего, это гостеприимные люди, которые встретят любого человека, накормят и дадут место для ночлега. Вот ваши впечатления о Кыргызстане, какие самые яркие, самые? What do you think about Kyrgyzstan? What is the most exciting about Kyrgyzstan? For me personally, the most exciting about Kyrgyzstan it's a landscape. Для меня лично в первую очередь это, конечно же, природа, горный рельеф. It's very beautiful country. Очень красивая страна. And from our trip, I remember very welcome people, amazing, welcoming whenever we went. And also for me, it's a little bit traveling in time because I'm from Poland. So I really like the architecture here. And but I think the most it's nature and people. That's the most. Да, как говорит Дагмара, самое, что, конечно, ее тронуло до глубины души, это природа и люди. Она была очень удивлена гостеприимной встрече в каждом месте. Везде нас встречали чаем, нас поили. Даже люди, которые нас абсолютно не знали, угощали нас едой, впускали в свои дома, чтобы показать, как они живут. И это было действительно немножко странно, но очень приятно, потому что в Европе люди более закрытые, не такие открытые и добродушные, как у нас. Она сама из Польши родом, и поэтому ей очень напоминает ее дом архитектура нашей страны, где-то советская архитектура. Тем самым она немного чувствует себя как дома. Ну что ж, это очень приятно слышать, что Дагмара чувствует себя в Кыргызстане как дома. И все-таки вы будете снимать телешоу. Вы сказали, что вы уже определили маршруты. Если не секрет, какие препятствия вы приготовили для участников? Как раз это является закрытой информацией. Конкурсов у нас предстоит около 4. Будет конкурс на Санкуле у них, водный конкурс. Затем соревнования будут проходить в городе Бакамбаево, в Бишкеке, на Токтагуле и в Узгене. Скажите, пожалуйста, ваши участники, получается, они все спортивные люди и имеют хорошее здоровье. А если им понадобится медицинская помощь, что они должны делать? All your contestants, they are maybe sportsmen, but they're in good health. But in case they will need some help, first aid or something, what you will do in this situation? First of all, they are not all very young. Они не все молодые, в первую очередь. So they are not sportsmen, И all они of не them. спортсмены вообще. But we always traveling with our security team, and so we have 2 security coordinators together with the doctor and the paramedic. They are always with us, so they can always give the first help.
And in the worst scenario, of course, we will have to go to the hospital, but we believe nothing gonna happen. В первую очередь, она надеется, что ничего подобного не случится и нам не понадобится помощь, но в составе съемочной бригады всего 120 человек, из них есть у нас и люди, которые отвечают за безопасность, и также парамедики, которые будут следить за здоровьем конкурсантов. Но если вдруг понадобится помощь наших больниц, конечно, мы будем обращаться и туда. Телешоу «Пекин-экспресс» уже 15 лет. И только сейчас вы добрались до Кыргызстана. Каким образом вы узнали о нашей прекрасной горной стране? So you're making this show for last 15 years. How you found Kyrgyzstan? How you pick How was the idea? How was the idea? I think it's important to say that we are doing this show from 2004. That was the first season that we filmed, and it was original idea of Pekin-Express. That's why the name coming from was from Moscow to Beijing. В 2004 году, когда было создано шоу, основной идеей было путешествовать подобным образом автостопом из Москвы в Пекин. Тем самым и было названо шоу «Пекин-экспресс». And Kyrgyzstan. Kyrgyzstan actually it's a place which is it's a country which is not very well known yet. Yet I really believe it will be very popular. In France, in Europe, in generally, people likes to go to Greece, likes to go to Asia, but they don't think about Kyrgyzstan. So for us, it's a very interesting destination because it's not easy to communicate in English with people. It's not easy it's not very popular yet. So for the contestants, it will be not easy to find themselves. And also, from our perspective, it's a good opportunity to show how amazing it's Kyrgyzstan. В первую очередь, конечно, Кыргызстан не столь популярен во всем мире, как считает Дагмара. Не так много людей в Европе слышали о Кыргызстане. Не так сильно он разрекламирован по стране, по миру. Поэтому было очень интересно выбрать именно этот регион, где мало говорят на английском. Тем самым для конкурсантов усложняется задача найти транспорт, разместиться, и все это не зная местного языка. Так как люди здесь, не так много людей в селах, городах говорят на английском языке, либо французском, поэтому это будет определенной сложностью для конкурсантов. What else I need to add? That Kyrgyzstan, I believe that Kyrgyzstan также Дагмара надеется, amazing place to show что в скором времени Кыргызстан будет одной из супер дестинаций для туристов, так как здесь большой потенциал, и она просто влюбилась в нашу страну и хочет сама приехать уже и как турист отдохнуть у нас в стране. Реалити-программа «Пекин-экспресс», она имеет большой успех. Она транслируется в нескольких странах мира. И скажите, пожалуйста, что от этого получит Кыргызстан? В первую очередь для Кыргызстана это хорошая реклама. Нас увидят как минимум 5, а то и 10 миллионов зрителей по всему миру и узнают о новой стране. Тем более, если вы посмотрите предыдущие выпуски, страну всегда показывают с наилучших ракурсов, сделают очень профессиональные видео и фотосъемку, после чего которая будет транслироваться по телевидению, будет в YouTube. И для нас это очередной шаг для туристической сферы, для того, чтобы больше людей узнало о нашей стране. Итак, расскажите еще для большей убедительности, что говорит об успехе этого проекта и насколько его ждут телезрители в разных странах мира, в том числе и путешествия по Кыргызстану. What do you think about the project? How successful it's going to be, and how many people are waiting for, and in which countries they're waiting to see the show? So the company I'm working for, the name is Ecoline, and we are producing this show for many different countries. Sorry, let's go step by step. Компания Ecoline, которая находится в Бельгии, главный офис, она производит подобное шоу, изготавливает, пишет сценарии для различных стран, точнее для 11. France, it's our one of the first clients, and
one which is doing this show for the longest period of time. It's 15th season now. So this show, particularly, it will be on air in France, and it's about 3 million people waiting to see this show this year, actually, yes. Франция — это один из наших первых клиентов, и уже 15 сезонов мы сняли совместно с Францией. Как минимум сейчас жители Франции ждут этого шоу, и это 3 миллиона человек, которые с нетерпением ожидают эфира. Скажите, пожалуйста, вот я думаю, что сейчас не участвуют кыргызстанцы в этом проекте, но они сейчас слушают нас, смотрят, и у многих из нас появилось желание принять участие в этом проекте. У нас очень тоже много спортивных людей, которые хотят участвовать в этом телешоу. Вот как это сделать в следующем сезоне? The Kyrgyzstan citizens probably now want to be your clients. They want to be competitors in your show. What do you think? How the Kyrgyzstan people can join the show? You mean the season for The Kyrgyzstan, season, yeah. or just to take part of? The citizens of Oh, Kyrgyzstan. we would be happy to do this show for Kyrgyzstan. It would be amazing, and of course, then you will have to pick the countries that you would like to go, because it's always good if the language is different. It makes a little bit more content, and we would be very, very happy. Мы бы были очень рады организовать подобные соревнования, подобное шоу и для Кыргызстана. Было бы очень интересно и жителям Кыргызстана выехать за пределы и поучаствовать в подобном проекте, не зная какого-то языка, и попутешествовать, и посоревноваться за хороший приз. Итак, во время съемок этого проекта участники будут знакомиться с местными традициями и культурой. А какие у вас еще ожидания? Произойдет ли какой-то взаимообмен культур? The contestants are going to be introduced by the culture and traditions of Kyrgyzstan. Do you think there will be any exchange of knowledge, of culture, of traditions between contestants and the locals? I think during the best part of the show, the one I like the most, it's Evening with Locals, how we call, the moment when they knock to the doors to the villagers or just local people and then ask for hospitality. So that's the best moment when they try to exchange the experience, they try to communicate, not always easy, which is not always easy. But that's the very good moment when they can make connection, and we have a lot of experience from the contestants who exchange the contacts and then go back, and they meet with their host. They bring in gifts, and they're becoming friends for forever, or for years. Одна из моих любимых, как говорит Дагмара, моментов шоу — это вечера, которые проводят участники с местными жителями. Им не всегда легко найти общий язык из-за языка, но тем не менее пытаются обменяться какой-то информацией, подружиться. Местные жители делятся всем, что у них есть, пытаются поделиться своим опытом участники, рассказать о том, что они видели, где они были до этого. Очень часто происходит то, что участники возвращаются в эту страну уже для других целей, просто попутешествовать, встретиться с этими семьями, в которых они проживали, и привозят им подарки различные. А может быть, даже приглашают в гости? А может, и приглашают в гости, верно. Ну какие у вас еще ожидания от проекта, и кыргызстанцы увидят это телешоу? Кыргызстанцы смогут увидеть это телешоу на канале YouTube. Они смогут посмотреть, набрав Peking Express. Это 16th season? This is the 16th? 15-й сезон, который начнется как раз с Кыргызстана, и 2 первые серии будут о нашей стране. Страна будет разрекламирована в франкоговорящих странах, и для нас, наверное, это лучший результат, который мы можем получить. Это такая реклама и показать жителей нашей страны, насколько они гостеприимны, показать все эти традиции, и люди в мире увидят, что Кыргызстан — это действительно красивая и гостеприимная страна. Итак, через несколько дней в Кыргызстане будут снимать французское телешоу «Пекин Экспресс».
8 команд, в каждой по 2 человека, отправятся в путешествие по Кыргызстану. Первая серия завершится в Бишкеке, а вторая доставит конкурсантов в Узген. У нас очень важное сообщение для участников шоу. В конце первого эпизода не будет исключения из проекта. Самая медленная команда из первого выпуска останется в шоу и станет скрытой командой во втором выпуске. У скрытой команды будет дополнительная миссия. Им нужно будет закончить гонку одной из первых 3 команд в конце второго эпизода. На протяжении всей гонки они должны прятаться, чтобы их не заметили другие команды. Уважаемые кыргызстанцы, организаторы проекта «Пекин-Экспресс» будут благодарны за ваше содействие в съемках телешоу. Bonne chance à l'équipe cachée et bienvenue à Пекин-Экспресс. Уважаемые телезрители, сейчас я произнесла фразу, которая призывает участников программы принять участие и пожелали им успешного пути. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с продюсерами приключенческой реалити-шоу «Пекин-Экспресс» Дагмарой Смулевич и Андреем Кислицыным. Оставайтесь на Алту 24. Всего доброго.